Андрей Викторович, добрый день. Добрый день. Вчера команда провела свой первый контрольный поединок против действующего финалиста Кубка России 2015 года команды Норильский Никель. Итог матча не самый утешительный для нас, 5-1 в пользу хозяев. Ваш комментарий по вчерашнему матчу? Ну, это товарищеский матч, поэтому счет для меня, как для тренера, вообще не представляет никакого интереса, даже если бы мы выиграли 5-1 или проиграли 5-1. Игра, в первую очередь, нужна была для того, что, как и следующий поединок с Диной, мы рассматриваем как последний этап подготовки к такому турниру, как чемпионат Азии, где поставлены определенные задачи. Соответственно, игра была необходима для того, чтобы посмотреть, в правильном направлении мы работаем или нет, да, и что предстоит устранить перед началом действующего турнира, который нам, еще раз повторюсь, крайне необходим. Вот, игра показала, что футболисты находятся пока на сегодняшний момент далеки от оптимальной формы, но это и в принципе так было задумано, потому что у нас неделя до первого матча. Вот, физические кондиции у нас достаточно уже неплохие, вот, но есть проблемы и в организации игры, и в игре в атаке, и в игре обороны. На всякий случай могу сказать, что российская суперлига одна из сильнейших не только, наверное, в Европе, но и в мире. Вот, и надо учесть тот факт, что Норильский Никель, команда, которая тренируется каждый день, а не так, как собирается сборная любой страны. И, соответственно, много опытных достаточно футболистов, и есть и молодые игроки, у которых уже достаточно серьезный опыт выступления в российской суперлиге. Многие из них имеют по 150-200 матчей. Поэтому цели переиграть во что бы то ни стало у нас не было. Мы хотели просто посмотреть, чего мы на сегодняшний момент стоит. И, в принципе, я думаю, что с этой задачей мы справились.